Родина одна, другой не надо. Если нужно, станем как один. В каждом сердце дух живет солдата. Наши братья служат в СВО. За Россию, за победу встали. Говорим спасибо им за то, что России честь не запятнали. Они рассказывают о реальных героях специальной военной операции, погружают читателя в мир переживаний, поступков и мотивов этих людей. Эта встреча в штабе общественной поддержки «Единой России» носит непривычный характер. За столом писатели и поэты, которые пишут об СВО, а также сами участники. Встречу приурочили ко Дню русского языка, важному празднику, который объединяет нас через слово и культуру. Очистим землю добрую от нечисти и зла. Нам честь всегда особенным достоинством была. Кто был в оковах, тот и страх, и ад земной осилит. Людей, живущих в кандалах, освободит Россия. На написание таких произведений Алаудина Исмурзиева вдохновили ингушские бойцы, в частности, брат Мурат, участник специальной военной операции, отважный сапер. Алаудин и сам несколько раз уже бывал в зоне военных действий с гуманитарной миссией, чтобы поддержать наших воинов не только словом, но и делом. Я долго планировал поехать туда, никто меня не брал. Не знаю, как это, но кому я только не обращался, во все инстанции, можно сказать. Почему-то все боялись меня туда пускать. Во все времена писатели и поэты посвящали свои произведения подвигам героев. В русской литературе есть множество примеров, начиная с древнерусских былин и заканчивая современными произведениями. Подвиги вдохновляли авторов на создание произведений, в которых они рассказывали о мужестве и самоотверженности людей, защищавших Родину. Слово, оно действительно лечит, это уже на научном уровне доказано, что литературное слово поэтическое, оно имеет вот такие вот терапевтические действия на человека и может спасти, да. Там, где, возможно, не спасет что-либо другое, потому что наша душа – это такое вот нечто такое хрупкое. В штабе общественной поддержки решили провести круглый стол с ингушскими литераторами, которые посвящают свои произведения защитникам Родины, чтобы прославлять подвиги наших современников. Они жертвуют жизнью, здоровьем ради интересов державы. Писатели, вот они в спокойной обстановке могут оценить вот этот его труд, как он идет, как он возник, к чему прилагается, для чего он это все делает. Вот, что делают люди на войне? Защищают свою родину. Участники спецоперации не остались равнодушными к такому вниманию. Для них важно знать, что в тылу их ждут и поддерживают. О них говорят, их помнят. Участников круглого стола поблагодарили за проявленный интерес. Им вручили памятные подарки и благодарственные письма. Тамара Хашагульгова, Белял Ахильгов, Магаз 24.